В декабре 1812 года Наполеон и его армия отступают из России. В боях за Отечество принимает участие и чеченец по происхождению, тогда еще ротмистр Александр Чеченский. Так на Бородинском поле полк Чеченского участвует в кавалерийских атаках в составе корпуса атамана Платова. Будущий генерал принимал участие и в знаменитых рейдах Дениса Давыдова по тылам противника. В ходе партизанских боев он проявляет незаурядную храбрость. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Польши. За взятие Гродно без кровопролития Чеченскому было присвоено звание майора. После взятия Парижа полковник Александр Чеченский в свите царя участвует в торжественном параде на Елисейских полях. Грудь полковника украшали серебряные медали за вступление в Париж и в память 1812 года. Позже за воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский награждается орденом Анны с бриллиантами и очередным повышением в чине. 28 декабря 1825 года Ермолов назначил свой отъезд в станицу Черленую. Известный русский драматург и общественный деятель Грибоедов, который на тот момент находился в крепости Грозное, стал проситься в сопровождении генерала. Ермолов согласился, и на другое утро Грибоедов выступил в станицу с первым батальоном Ширванского полка и с 2 сотнями казаков при 2 конных казачьих орудиях. Следует отметить, что свое знакомство с Кавказом Грибоедов начал именно с нашего края, и одним из первых писателей России посетил крепость Грозную. С октября и до конца ноября 1819 года драматург находится в крепости, затем уезжает в Тегеран, где тоскует по родине, по Кавказу, который полюбил. Ермолов переводит его к себе на службу секретарем по иностранной части. Именно здесь, в Грозном, Грибоедов и был арестован 3 февраля 1826 года по подозрению в сопричастности к декабрьским антиправительственным событиям. 6 декабря 1862 года великий князь Михаил Николаевич становится наместником Кавказа. При нем Кавказ жил той же жизнью, как и при его предшественниках, пользуясь лишь еще большим к себе вниманием. Современники в своих воспоминаниях рисуют князя человеком, лишенных особых способностей и дарований. Тем не менее, отмечается, что он был наделен недюжинным организаторским даром, способностью выбирать наиболее подходящих для решения текущих проблем людей и мудро направлять деятельность. Именно при его наместничестве окончилась изнурительная кровопролитная почти вековая Кавказская война. Великий князь Михаил Николаевич провозгласил окончание Кавказской войны в 1864 году. В том же году Александр II издал манифест о награждении за окончание Кавказской войны великого князя Михаила орденом Святого Георгия II степени. Михаил Николаевич оставался наместником Кавказа вплоть до 1881 года. В декабре 1905 года в России в рамках Октябрьской всероссийской политической стычки была объявлена Всероссийская железнодорожная политическая забастовка. 8 декабря этого года к ней же присоединяются и железнодорожники Владикавказской железной дороги. В тот же день на станции Грозно состоялось собрание, которое вынесло решение о присоединении к политической акции. 13 декабря силами казачества был организован антизабастовочный поход на станцию Гудермес и Грозный, который, как считается, и разгромил ее. Однако политическая акция продлилась до конца декабря, пока 25 декабря не было принято решение стачечного комитета ее прекратить и приступить к работе. В июне 1960 года в Грозном прошел суд, на котором выездная сессия Теплицкой судебной палаты предъявила 18 участникам забастовки обвинения в организации вооруженного восстания и осудила их к различным срокам заключения. В начале декабря 1917 года в Грозный направляется Моздокский казачий полк, который заменил отправленные на Ставрополье войска, которые стояли в Грозном. Спустя некоторое время жители селения Алды и грозненскими станичниками, которые были поддержаны нижними чинами полка, вспыхнули разногласия, которые начались с земельных споров, переросли в вооруженное противостояние. Для предотвращения стычек между алдынцами и казаками, которые грозили перерасти в масштабные столкновения, в станицу Грозненскую для переговоров с руководителями меньшевистско-эсеровского совета рабочих и военных депутатов Грозненского района Богдановым и Полюховым направилась чеченская делегация во главе с шейхом Дени Арсановым. Казаки пропустили безоружных чеченцев в станицу, однако недалеко от станичного совета они подверглись нападению, в результате которого погибли сам шейх и 35 сопровождающих его мюридов. В ответ на убийство шейха и его мюридов чеченцы захватили и сожгли станицу
В декабре 1923 года Юго-Восточное бюро ЦК РКПБ снял с должности секретаря Чеченского оргбюро РКПБ чеченского просветителя Таштемира Эльдерханова. На его место назначен не чеченец Магомед Инеев. Таштемир Эльдерханов, чеченский просветитель, депутат, родился 1 апреля 1870 года в селе Гихи, в семье крестьянина-середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштемир Эльдерханов вплоть до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны он избирается председателем Ревкома, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме Ростова-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 5 декабря 1936 года 8-й чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую так называемую Сталинскую конституцию СССР, по которой Чечено-Ингушская автономная область преобразовалась в Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику ЧССР. Чуть ранее, 15 января 1934 года, Чечня и Ингушетия были объединены. Чечено-Ингушская автономная область выделены из состава Горской автономной Советской Социалистической Республики. Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика просуществовала вплоть до депортации чеченцев-ингушей в Среднюю Азию в феврале 1944 года. ЧССР была восстановлена уже после смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина и политической реабилитации этих народов в конце 50-х годов. 13 декабря 1955 года вышел указ Президиума ВС СССР о снятии ограничений с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении. Этот указ взбудоражил остальных спецпереселенцев. Крымские татары, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и другие буквально атаковали местные власти, МВД, прокуратуры вопросами о том, когда выйдет такой же указ и в отношении этих народов. Указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений Президиум Верховного Совета СССР принял лишь 16 июля 1956 года и при этом установил, что снятие с учета не влечет за собой возвращение имущества, конфискованного при выселении. В 1957 году Чечено-Ингушская СССР была восстановлена. После 13 лет ссылки войнахи устремились на родину. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекали болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины подписано соглашение, которое констатировали прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик как субъекта международного права и декларировали образование Содружества независимых государств СНГ. После подписания Беловежского и денонсации 12 декабря 1991 года договора об образовании СССР Российская Федерация стала его правопреемником и независимым субъектом международного права. С конца 1991 года в ходе распада СССР в Москве, как и в столице бывших союзных республик, были слишком заняты поспешным разделом союзного имущества, чтобы уделять должное внимание событиям на собственных окраинах. Эти и последующие события самым прямым образом оказались на дальнейшем общественно-политической жизни Чеченской Республики, в которой буквально через 3 года, в декабре 1994 года, вспыхнул вооруженный конфликт. 2 декабря 2007 года в Чеченской Республике прошел всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию Республики. В ходе референдума жители республики ответили на 2 вопроса. Принимают ли они предлагаемые поправки и пересмотр отдельных статей Конституции Чеченской Республики, а также согласны ли признать недействующим закон Чеченской Республики о выборах парламента, принятый на всенародном референдуме 23 марта 2003 года. Поправки касались также срока полномочий президента и парламента, которые в предлагаемой редакции увеличились на 1 год, с 4 до 5, а также избрание однопалатного парламента. В целом же изменения и поправки в Конституцию коснулись более чем 50 статей. Самым главным изменением в предлагаемых поправках являлось то, что в последующем давалось право вносить любые коррективы в основной закон республиканскому парламенту.